Знаете, почему нет системы дубликации, да, вот, господа лидеры, и новичкам тоже полезно, потому что у некоторых компаний, я замечаю, нет единой презентации, который простой, дублицированный, который любой человек смог, даже пятиклассник образованием, прийти, как бы рассказать, понимаете, вот это фундамент успеха. Вот это именно фундамент успеха. Как бы есть презентации, да, но они все усложненные. Когда твоя презентация усложненная, для чего делается презентация единая? Для того, чтобы команда могла повторить это. Понимаете? Поэтому делается как бы вот эта единая презентация. А когда у вас усложненно, вы преподносите информацию, усложненная презентация, если люди не смогут это делать, вот здесь идет как бы нету системы дубликации, не будет. Поэтому ваша презентация, она должна быть простой, легкой, доступной, чтобы каждый человек умел его рассказывать. Это и есть первый шаг системы дубликации, построения системы дубликации фундамента. Это и есть первый шаг. Вот это запомните. Теперь, так, ребята, давайте подключайтесь быстро, потому что идет второй тренинг. Как вчера здесь выходит, да, многие люди как бы не соединяются. Я смотрю, многие подключились, а некоторые не подключаются. Как бы, нужно было что, договориться с вами, что ли, ребята? Напишите, может, сделать нужно было перерыв, да, минут 5-10, а потом, чтобы вы подключились. Как бы, я понимаю, что вы идете воду пить, там, туда-сюда, да, вот это я все понимаю, мы же люди. Ребята, давайте тогда каждым между пробелом будем 5-10 минут как бы сделать. Если будут какие-то предложения, ребята, напишите обязательно. Хорошо? Те люди, которые не смогли посмотреть, я в IGTV это сохраню, так что не переживайте, вы посмотрите это все. Теперь поехали, ребята. Я буду рассказывать презентацию. Просто я ждал, пока подключится, но я сохраню это все. Первое, ребята, ваша презентация, запомните, вам надо сейчас написать. Потому что первое домашнее задание, я у вас завтра проверю эти единые презентации, каждый что сделал. Каждый что сделал, понимаете? Потому что если вы лидер, вам нужна вот эта единая презентация. Обязательно. Если вы новичок, вы тоже напишите для себя, для своей команды. Чтобы вот эту единую презентацию. Я вам дам, а вы соберете это все. Каждый свою компанию подстроите, вот эту свою единую презентацию. Второе, потом будет домашнее задание. Сразу же говорю, ребята, потом не говорили, вы будете вот это применять уже в течение дня завтра. Я буду спрашивать, как вы применили на практике. Вот таких 2 домашних задания будет. Тогда поехали, ребята, я сейчас вытаскиваю ручку, буду показывать на бумаге Тама. Первое, ребята, напишите себе, я возьму телефон и переверну его. Первое, ребята, я встану. Первое, ребята, 2-3 минуты напишите. Вот я сейчас переверну на бумагу, а вы вытащите карандаш, бумагу и начните писать. Я буду давать инструменты уже. Так, ребята, вот смотрите, уважаемые друзья, вот бумажка. Учитесь, ребята, вот сразу же на практике учу, да, как можно по онлайну давать презентацию. Легко и просто. Договариваетесь? И все. И 25 минут говорите, и вот так прям, как я, можете дать. Я вот так делаю, ребята, она работает. Все гениально просто. Смотрите, первое, ребята, единую презентацию для того, чтобы создать, первое, есть свои методы. 2-3 минуты. 2-3 минуты. Друзья, первое, ты должен рассказать свою историю. История. Пишите, друзья. Я вам даю макет, с этого макета как конструктор будет. И вы быстро соберете. История. 2-3 минуты. Написали? 2-3 минуты рассказываешь историю. Теперь, друзья, для чего рассказывается история? Объясняю.
Для чего нужно рассказывать историю? Смотрите, друзья, дам ценность на эту историю. Я замечал, многие люди не рассказывают историю. Выходят, да, как бы делают промоушен, если есть этот промоушен, выходят, да, и начинают сразу рассказывать о компании. Есть своя структура рассказа, презентации, ребята. Если вы начнете это делать, я вам гарантию даю, ребята, будет система дубликации. Вы воспитаете очень многих людей, чтобы они умели рассказывать эти презентации людям. Для чего нужна история, я вам скажу. 2-3 минуты, когда ты выходишь на сцену, да, ты должен познакомить себя. Я как знакомлю? Первое, меня зовут Махсат Ануарбекович, да, я был военным. Когда вы говорите историю, расскажите о себе, кем вы работали и зачем вы пришли в этот бизнес. Коротко и ясно. Вот 2-3 минуты о себе. Кем вы работали? Вы думаете, для чего это, да? Я вам сейчас объясню. Кем вы работали? Первое. Второе. Зачем вы пришли в этот бизнес? Зачем пришли в этот бизнес? Для чего это нужно? Ребята, очень многие люди не рассказывают истории. Поймите одно. Я вам сейчас дам ценность. Для чего не рассказывать, для чего нужно рассказывать историю? Ребята, поймите, вашу компанию, ваш продукт люди сразу не купят. Первое, люди будут покупать вас. Вот это запомните, ребята. Вас будут покупать. И тем более ваши истории будут покупать. История очень важна. Смотрите, объясню. Когда я рассказывал свою историю, да, вот я военный, да, пришел в MLM бизнес, как бы честно говорю, если сидит там аудитория, военный человек, да, ребята, и вы знаете, как бы мы по-психологически мы люди ищем, да, себе похожих людей. Вот по психологии, понимаете? И когда, вот представьте, вы военный, я говорю, я военный, да, там-то, там-то. И вы знаете, это приближает история. И люди покупают наши истории. Первое нас, потом нашу историю. Нас, я имею в виду внешний вид, не буду на этом останавливаться, вы должны выглядеть очень хорошо. И второе, вашу историю. Теперь, чтобы более подробно закрепиться, смотрите, я учительница, представьте, я учитель, да, я говорю, вот я учитель, я в математике как бы преподаю в школе, да, и когда я рассказываю, если в аудитории сидят учительницы, обязательно это слово приближает человека, это первый шаг, как бы строится симпатия, как бы ты даешь идею, ничего себе, он тоже оказывается как бы учитель, да, и сейчас зарабатывает деньги, он пришел в этот бизнес. И как бы вот эти истории, они дают людям вдохновление, понимаете? Благодаря к чему мы вдохновляемся? Вот честно скажите, благодаря историям. Люди покупают истории. Вот на ваших конференциях, форумах, когда люди рассказывают свои истории, вы вдохновляетесь, это так же, понимаете? Поэтому, представьте, третье, вы какой-то бизнесмен, я не знаю, в базаре есть бутики, и вы начинаете что делать? Рассказывать, да, вы начинаете рассказывать, как бы, вот у меня есть 2 бутика, я на базаре, но я пришел в этот бизнес, да, и как бы поверил и начал заниматься этим бизнесом. Люди купят что? Историю. Запомните, ребята, люди ищут, как вам правильно объяснить, именно тех людей, которые похожи ценностями, вот так, понимаете, как бы мозг, ученые доказали, психологически вот так работает. Почему говорят, подобное притягивает подобного? Поэтому, друзья, заметьте, да, вот это именно притягивает. Поэтому 2-3 минутки кратко историю. Просто говорите, вот я военный, для чего пришли в бизнес? Потому что, вот, не знаю, вот надоели, вот хотел попробовать и вот так пришел. Говорите всегда честно, друзья. Многие люди начинают как бы нечестно говорить, да, как бы новички думают, если он обманет, если он как бы много скажет, люди подпишутся. Могут подписаться, но завтра не узнают и уходят. Вот так сливаются. Потом многие новичков есть заблуждение. У тебя же есть чек, у меня нету, люди ко мне не пойдут. Я вам докажу, это негативное убеждение. Это негативное убеждение. Меня разобрали, и я тогда понял. Понимаете, уберите это все. Да, я всегда правду говорил. А сколько вы? Я говорю, 3 дня, 4 дня, 5 дней.
в этом бизнесе. Я пришел, я сейчас учусь, я вот так говорю, и набираю команду. Скоро я достигну больших успехов. Я хочу, чтобы вы вместе достигли этого. Я вот так говорю, все. И мне не надо там чек, что-то, понимаете? Запомните, ребята, вот эти лидеры, которые сидят, да, которые бриллианты, президенты, они же тоже когда-то начинали с нуля, понимаете? И когда ты правду говоришь, да, люди идут за тобой. А когда ты сверху одеваешь, чтобы зацепить его, да, люди идут, но потом они сливаются. Понимаете? Поэтому всегда говорить нужно правду. Не надо из себя корчить кого-то. Простота, правда, и смелость, и честность. Вот это нужно вам сейчас. Так, вернемся к презентации. 2-3 минуты о себе. Поняли, да? Коротко, ясно. Все. Теперь поехали. Теперь нужно что вам? Теперь, коротко, ясно, вы остановились 2-3 минуты на себе. Теперь второй шаг. Тебе что нужно? Второй шаг, тебе нужно диалог построить с аудиторией. Ты уже познакомился, себе сказал, диалог. И теперь тебе нужно здесь, для того, чтобы построить этот диалог, какой-то, как вам объяснить, какой психологический какой-то пример. Друзья, я 18 лет исследовал эту презентацию, да, я вам сейчас одену его хорошенько, да. Для чего нужен психологический пример? Ошибка многих лидеров, многих новичков. В чем ошибка? Они сразу же знакомят себя и сразу же начинают показывать, как зарабатывать деньги. Друзья, может, этот метод работает именно для лидеров, которые уже поняли, прокачали. Я не говорю, не работают. Все методы хорошо. Запомните, если они дублицированы. Если ваша команда умеет вас копировать. Поэтому на втором шаге я всегда говорю, диалог нужен, симпатия с аудиторией надо поймать. История уже дают симпатию, когда ты рассказываешь, что аудитория смотрит на тебя, думает, так, на меня похож. Второй, психологический какой-то пример нужен. Теперь я вам хочу дать сегодня один пример, это бомба, друзья. Благодаря этой схеме я изменился. И многие люди меняются благодаря этой схеме. Вот этот инструмент я вам хочу дать, ребята. Если вы начнете делать, я вам даю гарантию, ребята, тем больше людям вы начнете объяснять эту схему, тем больше людей начнутся меняться, тем больше людей начнут приходить к тебе в команду. Понимаете? И вот этот психологический инструмент я за вас придумал, готовый инструмент. Вот это я вам сейчас хочу вам дать. Вот этот инструмент. Поехали, ребята. Так, смотрите, ребята. Первые 2-3 минуты я буду объяснять, а потом мы выводы сделаем. 2-3 минуты история, где работали, зачем пришли в этот бизнес. Первое, 2-3 минуты. В втором этапе 10 минут. Но я вам буду рассказывать больше, потому что я хочу, вы поняли ценность. 10 минут. Второй этап. Что, извините, пожалуйста, прежде чем объяснить, я вот так всегда говорю, я хотел бы продемонстрировать одну схему, которая изменила многим людям жизнь. Вы можете тоже так же говорить. Рисую сюда песочные часы. Друзья, что такое песочные часы? Это жизнь человека. Слушайте внимательно, друзья. 2 песочных часика. Сюда пишу работа. Представьте, вы уже объясняете эту презентацию людям. Работа. Сюда пишу бизнес. Бизнес. Сюда вы можете сразу же ударение даете на свою компанию. Напишите свою компанию. Название своей компании. Коротко и ясно сюда. Теперь я хочу, вот представьте, это новички у вас сидят. Очень много. Я хочу дать как бы такой пример, который изменил всем жизнь. Оказывается, есть работа и есть бизнес. Люди делятся. 80% или 90% мы работаем, как бы 10% занимаются бизнесом. Чем отличается бизнес от работы? Да? Оказывается, 4 фактора мы уделяем и на работу, и на бизнес. Основные факторы жизненные. Первый фактор – как вы думаете, самое драгоценное, которое нельзя вернуть ни за какие деньги, которое нельзя купить, многие люди жалеют, это что мы уделяем? Первый фактор. Самое драгоценное, ребята, запомните, это время.
Время самое драгоценное. И мы не ценим это время, многие уходят на работу. Второе, тоже, которое нельзя купить, нельзя восстановить. Что мы уделяем на работу? Уходит от нас здоровье, друзья, здоровье. Третье, для того, чтобы устроиться на работу, нам нужны знания. Обязательно, друзья, без знаний никто нас не возьмет на работу, если у тебя нет диплома. Сейчас такой век. И четвертое, друзья, ради чего мы работаем? Деньги, друзья, деньги. Элементарно на деньги работаем. И 80-90% все мы работаем в наемных работах, понимаете? Вот эти 4 фактора уделяем. И что же мы получаем взамен? Вот здесь я говорю, давайте представим, вот многие люди, я хочу показать эту схему, говорю, вот это твоя линия жизни. Человек начинает расти с 20 лет, да, работать я имею в виду. Работаем до 60 лет, ну, плюс-минус, ребята, просто для примера я ставлю. Хорошо? Теперь давайте, вот вы же хотите жить лучше, да, мы все люди стараемся, хотим жить лучше, там, разбогатеть все, да, вот, все хотим. Теперь давайте посчитаем, кто работает на наемной работе, что изменится через 5-10 лет? Что изменится через 5-10 лет? Вот так. Давайте элементарно возьмем регион тот, да, допустим, давайте возьмем Казахстан, да, допустим. Сколько месячная зарплата среднего работника? Чтобы считать легче было, возьмемте $200. Теперь как посчитать? Что изменится? Умножим на 12 месяцев, многие из вас знают это, но и умножим на 40 лет. Знаете, что получится? $96 тысяч получится. Если ты по $200 будешь каждый месяц зарабатывать, и ты через 40 лет, оказывается, заработаешь $90 тысяч. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. У вас останутся эти деньги? Ноль, ребята, ноль. Почему? Потому что кушаем, питаемся, есть потребности. Итог, 80% людей на пенсию, сюда пишем пенсия, на пенсию выходим какими? Ну, это уже вопрос, ребята. Хорошо? Теперь работа. $96 тысяч. Итог. Сейчас у нас добавилось, раньше не было кредитов, сейчас кредит пошел, потребители пошел кредиты. Итог, что получилось? Итог, мы ничего не зарабатываем, 80%. В основной работе. Вот так 80% людей живут. Согласны, друзья, со мной? И когда ты эту схему даешь им, да, как бы начинает это реально подпитывать мозг человека, человек начинает задумываться. Теперь, показал психологически такой трюк, теперь, а наша компания что дает? Чем она отличается? Ребята, почему люди, многие не идут в бизнес? Потому что мы не можем показывать пользу. А я вам короткую схему показываю. Время вкладываем в вашу компанию? Да, конечно, вкладываем. Скажите, пожалуйста, сразу, чтобы привязать вот эти $96 тысяч ваши в компании, за сколько можно заработать? Есть компании, ребята за год зарабатывают, да? Есть компании за 2 года, за 3 года заработать можно. Если ты активно начнешь это делать. Есть разница, 40 лет работать и ничего не заработать. Или за 3 года есть возможность. У вас у всех есть лидеры. Это 1 плюс? 1 плюс, да. Это мощный плюс. И вы фактами будете. Тот пришел, вот уже зарабатывает, как бы вдохновляет факты людей. Второе. Многие из вас как бы занимаются оздоровительным характером продукции. Здоровье вкладываете? Нет. Наоборот, благодаря продукции что делаем? Улучшаем здоровье. Улучшаем. Второй плюс. Потому что есть результаты. Знания нужны? Нет. Наши компании, все компании в MLM-компаниях обучают зарабатывать деньги. Обучают зарабатывать деньги. Мы научим тебе, как зарабатывать деньги. Третий плюс.
И четвертый, деньги нужно вкладывать? Да. Многие компании сейчас очень хорошие, один раз вкладываешь деньги, и всю жизнь то, что ты вложил, будешь получать что? Дивиденды. Дивиденды. Понимаете? Дивиденды. Риск равен нулю, говорю. Потому что, смотрите, объясняю я вот так. Говорю, ты вложил деньги, взял реальный, что? Продукт. Все. Можешь пощупать, покушать или услугу какую-то. Вот чем отличается вот эта схема. Когда мне объяснили эту схему, я задумался, ребята. Я хочу, чтобы каждый из вас с сегодняшнего дня начал менять мир в лучшую сторону. И именно вот это она и есть инструмент. Инструмент менять жизнь в лучшую сторону. Понимаете? И когда вы рассказываете, да, просто покажите разницу психологически. Какая польза от вашего бизнеса? Вот эти песочные часы, ребята. Вот она меняет, вот она соединяет, она дает диалог вам, соединиться с аудиторией, приблизить его. Это второй шаг правильного рассказа презентации, ребята. Понимаете? Это мощный инструмент, ребята. Многие партнеры, которые работают по этому инструменту, они полюбили, потому что песочные часы не только меняют мир, представьте, она улучшает жизнь людей. Хоть человек подпишется, не подпишется завтра к вам, да, все равно вы посадите ему в мозг что? Ему в мозг что? Семена, ребята. Семена. Потому что такие психологические схемы, они меняют людей, ребята. Благодаря этой схеме я поменялся. Благодаря этой схеме я здесь перед вами сейчас выступаю. Я начал задумываться, да, реально, а что мне делать? Я же хочу хорошо жить. Что для этого делать? Поэтому я люблю этот бизнес, ребята. Поэтому в этом бизнесе как бы не различают ты богатый, бедный, без разницы. Каждому дается возможность. Если у тебя есть желание учиться, вот эти схемы, они нужны, чтобы менять жизнь в лучшую сторону. Ребята, MLM-бизнес меняет жизнь в лучшую сторону. Есть возможность всем стартануть благодаря таким схемам. Тем более сейчас 21 век, у людей открыто. Нам было сложно в 2001 году, а сейчас люди хотят зарабатывать деньги. И вы, когда даете психологически такие схемы, это реальная схема, ребята, чтобы убедить любого человека. Понимаете? Поэтому надо будет вам начинать рассказывать эту схему. Когда вы начнете рассказывать, потому что там песочные часы. Когда вы начнете рассказывать, вы начнете натачивать свой язык. Когда вы увидите людей, смотрите, когда вы будете рассказывать, да, потом попозже я вам объясню, как нужно рассказывать, понимаете, в смысле, эмоции, энтузиазм, уверенность, это обязательно должно быть. И вы посмотрите на своих людей и на схему. Ребята, вы загрузите их, они начнут думать о своем будущем. Понимаете, вы даете им зерно, чтобы человек задумался, а многие люди, мы как живем? Мы как роботы живем, не думаем о своем будущем, живем одним днем. Согласны, ребята? Поэтому, ребята, это мощнейший инструмент. Я хочу, чтобы вы распространяли, и благодаря этим инструментам вы будете просто менять мышление людей, да, плюс они будут в вашей команде, да, они будут всю жизнь благодарить вас, понимаете, благодаря этой схеме. Кто полюбит эту схему, которая будет рассказывать, да, многим людям, и увидит результаты. А кто не любит эту схему, который говорит, ой, я знаю, да, я знаю, как бы, они не рассказывают, как бы, не верят, что эта схема меняет жизнь людей, потому что они не пробовали. Ребята, поэтому это важная схема. Хорошо, ребята? Так, поехали теперь. Третья часть, ребята, друзья. Так, поняли, да, на что делают ударение? Теперь останавливаюсь на третьей части здесь. Третья у нас идет. После этого маркетинг-план, друзья. Третий шаг. Это маркетинг-план. Маркетинг.
Смотрите, ребята, очень много ошибок допускают, да, когда рассказывают маркетинг-план. Теперь я вам хочу сказать одно, ребята. Смотрите, когда вообще в офлайне, в онлайне презентация должна на сколько минут рассказываться? В онлайне 25 минут, ребята. Учитесь, 25 минут. В офлайне 35-40 минут, ребята. Ну, по 5 минут можно добавить. Вот стандарт. Теперь 2-3 минуты история. 10 минут песочные часы, ребята, учите за 10 минут. Не надо там много вот это. Знаете, почему я время поставил? Очень много здесь ошибок делают лидеры, новички. Они начинают им рассказывать по 1,5, по 2 часа этого человека. Тем более вы сетевик, не остановите. Потом, когда вы рассказываете о продукции, это вообще бомба, ребята. Вы можете 3 часа говорить об этом продукте, понимаете? Вот так начинаете вносить мозг людям, да? Потом говорите, почему этот человек не пришел, он вчера же обещал же, интересно слушал меня, понимаете? Он не будет в следующий раз тебя слушать, потому что ты 3 часа рассказывал это. И мы все делаем такие ошибки. Поэтому я хочу, чтобы у вас была сильная, единая презентация, которая начала вам притягивать сильных людей. Потому что успешные люди, они любят коротко, ясно, четко, чтобы вы объясняли. Тогда вы начнете, как только начнете объяснять вот так, вы начнете притягивать таких людей. Третий шаг, ребята. 10 минут я даю на рассказ маркетинг-плана тоже. 10 минут. Многие рассказывают его по полчаса. Для новичка, ребята, запомните, не нужно рассказывать его полчаса. Зачем ему нужен вот этот полчасовой рассказ маркетинг-плана? Маркетинг-план вы будете учить тех, кто заключил контракт, потом в маркетинговой школе. Не надо презентацию превращать в школу, хорошо? Договорились, ребята? Теперь поехали. 10 минут. Что именно рассказывать? Смотрите, вот я здесь нарисую вот так, да, как бы, у каждой компании есть же вот такие шкалы, да, вот я сейчас теперь нарисую, вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот так. Вот рост шкала. Каждая компания есть, допустим, партнер, я просто образно, бронза, серебро, там, приблизительно, ребята, золото, платина, там, бриллиант, там, президент, вице-президент, вот так идет, да? Теперь, ребята, что именно нужно рассказывать на презентации? Что нужно новичку? Что нужно новичку? Ему не надо там мозг засорять его. Новичок, если пришел в твою презентацию, покажи первым делом деньги. Первая задача. Покажи деньги. И плюс подарки. И плюс факты, результаты. Пару людей, которые изменили свою жизнь. Вот это нужно, вот сюда надо делать ударение. А как вы многие рассказываем, мы начинаем им объяснить, вот такие проценты оттуда идут, вот это. Химия, начинаем им рисовать химию, математику. Ребята, это не нужно делать. Не надо вносить им мозг, они все равно не поймут вот это. Ни на что кажется жоқ. Зачем им вносить мозг? Это новичок, запомните, вот эти маркетинговые ваши замашки будете на своих школах проводить. Пока человек не заключил контракт, ему не нужно рассказывать маркетинге вот эти проценты, откуда идут там, вот это усложненно. Начинаете усложненно говорить, они ничего не поймут и никто не подпишется, поймите вот это. Вот это не нужно делать, ребята. Время есть, дисциплина, срок, все. Вот к этому приучайте себя. Я понимаю, это тяжело будет некоторым лидерам, которые сейчас здесь сидят. Что ты меня учишь, она работает там. Извините, если она работает, может для тебя работает, но завтра люди же будут смотреть на тебя, новички. Если ты по 1,5-2 часа расскажешь презентацию, они скажут, я не умею так разговаривать, так что я не хочу учиться, вот так скажут, понимаете? Поэтому вам нужна простота, четкость по времени. Когда вы это делаете, как бы людям нравится это, они могут это повторить. Любая презентация, она должна легко повторяться. Когда она легко повторяется, могут любой человек его сделать, у него идея появляется, я тоже смогу. Вот это нам нужно, чтобы у вас много было людей, которые смогут это сделать.
Вот, понимаете, усложненность это враг. Надо упрощать все работы. Тогда у вас будет сильная команда. Поэтому ударение делайте, вот, допустим, партнер. На партнере у вас чек сколько? С 200 до 300 долларов. У нас бронзы зарабатывают с 500, там образно, 1000. Серебро там 2000, там 3000. Золото с 5 до 10 тысяч, там. Платина с 10 до 20. Бриллиант там 50, президенты 150, там 200 тысяч у нас зарабатывают в месяц. Потом сразу же показывайте, когда вы показываете деньги, подарки, людям интересно, потому что они ради этого пришли. Потом подарки, у вас же есть же компания, там Турция, там, не знаю, путевка на двоих, здесь ты возьмешь Мерседес, здесь Тойота, Лексус. Когда ты начинаешь рассказывать чеки, потом показываешь подарки, потом подкрепи одним фактом. У нас есть такой лидер, там в течение 6 месяцев пришла там простая учительница, и она сейчас ездит там на Мерседесе, там, не знаю, вот такие 3-4 фактора. Потом расскажите о себе, вот я тоже пришел, вот я начал уже зарабатывать там в течение месяца 200-300 долларов. Только не надо врать, только надо честно говорить. Если не зарабатываешь, говори, не зарабатываю. Поняли? И когда ты говоришь, вот тогда посмотри на них, у них появляются зрачки в глазах. Когда ты показываешь деньги, у них появляются вот такие зрачки, они видят, они хотят. Потому что, ребята, когда вы говорите об этих деньгах, люди все хотят быть там. Вы продаете мечту, вы вдохновляете, понимаете их? Все, не надо там говорить, там маркетинг-план усложнять. Вот это все, не нужно это делать. Потому что это враг, усложненность. Хорошо, ребята? Поехали дальше. Теперь вы поняли, как рассказывает маркетинг-план, коротко и ясно. Теперь третий шаг. Теперь четвертый шаг, ребята. Здесь ваша любимая тема, четвертый шаг. 10 минут рассказываете, 10 минут рассказываете о продукции. О продукции. Не нужно, я знаю, вы любите свой продукт, я все прекрасно знаю. 10 минут рассказывайте о продукции. О продукции. Не нужно, я знаю, вы любите свой продукт, я все прекрасно знаю, вы вдохновленно говорите, но не нужно там полчаса объяснять этот продукт. Каждый продукт выучили, если новичок, какие есть, надо ударение давать, результаты, и знаете, на что давать результат? На результат и на пользу. Обязательно пишите, какие есть результаты мощные и на пользу, коротко и ясно. Потом говорите, чем 1000 раз говорить, лучше один раз увидеть. Возьмите, и вы убедитесь в этом, понимаете? Сделайте, чтобы они захотели. Когда вы коротко и ясно говорите, они захотят купить этот продукт. А когда вы начинаете им лечить, делать вот это усложненно, они не хотят купить этот продукт. Вот это запомните. Результаты, польза. Все, в течение 10 минут, там вот это для почки, там вот это есть, тык-тык-тык-тык, короткие результаты, вот. Сейчас у нас продукция, там такой сертификат, там ИПД, и т.д., вот это все нужно. Вот, 10 минут, ребята. И особо важная часть, по продукции поняли, да? И особо важная часть, ребята, хочу дать ударение, на завершение. На завершение. На завершение. Почему? Почему именно на завершение, ребята? Потому что, когда презентацию вы рассказываете, да, первые 5 минут вы должны их впечатлить. Это ученые доказали. И в оконцовку хорошо завершать. Многие вот эти этапы. Первый инструмент, я сказал, история. Это чуть-чуть история впечатляет. И схема, она составляет их задуматься. Вы уже впечатлили. Третий этап, это маркетинг-план. Показали деньги, подарки. О, хорошо. Показали продукт, какой он полезный.
Понимаете, люди платят деньги за пользу. Что же такое? И показали эту пользу продукты. Теперь последний этап очень многие не делают. Ребята, надо закрывать сделки. Многие партнеры не закрывают сделки. Теперь вот здесь они боятся. Вот смотрите, когда я учился читать презентацию, да, многие делаем так. Читаешь презентацию, закончил, да, потом говорите, у вас есть вопросы, да, вот такой вопрос задаете. Они говорят, что? Запомните, новички, многие, да, в основном 90% они не задают вопросы. Знаете почему? Потому что они стесняются. Он новичок. Запомните, вы же тоже были новичками. Она или он стесняются. У нас тем более в СНГ, да, вот это, у нас есть же такие понятия, так, что скажет, вроде тупой вопрос, вы новичок. Как бы мы не задаем эти вопросы, потому что стесняемся. Поэтому как бы не закрываем сделки. Я раньше так делал, и я уходил, все, если интересно, там вот так закрывал и уходил. Многие так делают. Теперь я понял, разбор сделал мне наставник, нужно закрывать сделки. А как нужно? Смотрите, после вашей презентации, чтобы закрыть сделку, вам нужно задавать вопросы и вытаскивать их вопросы. Я это понял. Как? Вот смотрите, вы прочитали презентацию, да? Когда вы говорите, есть вопросы, да, многие молчат. Вот тогда вам нужно насильно вытаскивать эти вопросы. Вот впереди люди сидят, это машинально вот так ты подходишь. Скажите, пожалуйста, извините, пожалуйста, скажите, вам понравилось что, продукция или бизнес? Начните задавать эти вопросы, прям подходите к каждому. Извините, пожалуйста, вам что понравилось, продукция или бизнес? И вы знаете, они вот так потерянно будут стоять, продукт. Все, следующему, второму, третьему, и тут машинально пойдет. Если третий человек начнет как бы задавать вопросы, сразу аудитория поднимется. И они начнут все задавать вопросы. Вот это и есть психология, понимаете? И тогда, как бы, когда есть вопросы, появляется интерес. И ты должен этот искусственный интерес поднять. И вы знаете, чем хорошо, когда они начинают задавать вопросы, да, и вы понимаете, так, кто-то говорит бизнес, кто-то продукт. Так, запомнил этого человека, бизнес, продукт. Они тебе, как бы, задачу за тебя решают, когда ты задаешь вопросы. Как? Если человек говорит продукт, все, не надо о бизнесе говорить, только о продукции рассказывай. Ты же умеешь это делать, продукция. И вот так ты быстро закроешь сделку. А если человек говорит о бизнесе, сразу о бизнесе, о продукте не нужно говорить, понимаете? Бизнес, потому что он заинтересовался, ему надо дать. А мы, многие, не выявляем потребность, не задаем, что ему интересно, и мы начинаем в своей программе как бы убеждать их, понимаете? Поэтому первый, задайте вопрос, начните задавать по методу, тыканье, я говорю, подойти, я не говорю вот так тыкайте, подойдите, скажите, вот так, поднимите вот эту эмоцию людей, понимаете? Потом вопросы появились, потом говорите, я завершаю эту презентацию, все, те люди, которые интересны, останьтесь, пожалуйста, чтобы не задерживать этих людей, я вам объясню. Как бы люди начинают выходить, да, с презентации, я говорю, извините, пожалуйста, вы же вроде бы говорили продукт, да, маркетинг интересный, как бы я подхожу, цепляю и начинаю дорабатывать. И как закрываю сделку в оконцовке, выявляю потребность, потом говорю, вы знаете, да, и уже здесь акции есть у нас. Именно сегодня, если вы заключите контракт, как бы от меня к вам привилегия, вот так, ИПД, ИТД, вот так как бы делаю, чтобы этот человек как бы закрыть сделку. Если не получается, да, я как бы диалог строю, я вижу, не получается, я говорю, давайте, вы хотели подумать, да? Он говорит, да, я хочу подумать. Говорит, хорошо, вы хотите с кем-то посоветоваться? Да, я хочу посоветоваться. Скажите, пожалуйста, а с кем хотите посоветоваться? Он знает, что такое MLM Business? Как бы начинаешь сразу, вот я на встрече объясню, блокировать этих людей, да? И в течение 24 часа как бы начинаю этому человеку звонить. Но я об этом не буду, вот давайте презентацию закончу, да? И вот так я закрываю сделку. Обязательно. Мой наставник меня всегда учил. Первая задача вот это внедрите, ребята.
И на втором задаче это будет. После твоей презентации у тебя на складе должно быть все пусто, говорил. Это на втором шаге. Понимаете? Поэтому вот так закрывайте сделки. Люди не будут к вам приходить инициативно. Скажите мне, заинтересовал, сколько надо заплатить. У вас было такие люди, будут приходить к вам? Будут когда вы станете профессионалом. Когда вы начнете учиться на практике и научитесь, очень много проведете встреч, вы тогда люди будут приходить к вам. Когда у вас будет авторитет, когда вы будете бриллиантом, президентом. Тогда уже авторитет будет работать на вас. Но мы сейчас работаем на авторитет, понимаете? Поэтому вот это нужно учиться вам. Закрывать обязательно сделку. Хорошо, ребята? Вот эти моменты обязательно сделайте. Теперь ваше первое домашнее задание, ребята, вам одеть нужно свою компанию, вот эту презентацию, по моей схеме. По моей схеме. По моей схеме. Пятый шаг, напишите закрытие сделки. Закрытие. Вот именно вот этими вопросами. Вытягивать вопросы. Ребята, поймите одно, я одно понял, да, люди не будут инициативно вам приходить, да, хорошо, давай я подпишусь, так не будут говорить. Вы должны потихоньку им помочь. Принять вот эти решения. Вот здесь, ребята, теперь как должны рассказывать эти презентации. Первое домашнее задание написали, ребята, сделайте вот это. И по фото можете как бы показывать вот это все. Я не буду проверять, ребята, домашнее задание. Для себя делайте. Может, у меня будут лидерские тренинги, да, это другие тренинги. Тогда я проверяю, что правильно вы сделали. Хорошо? Вот это поймите. Для себя делайте. Потому что это реальный инструмент. Потом, как нужно рассказывать на закрытие сделки, сколько времени надо. На закрытие сделки, ребята, там уже неограниченное время. Почему? Потому что уже презентация закончилась. Вы сказали все, спасибо. И взглядом этого человека видите, говорите, ой, извините, пожалуйста, вам же продукция интересна была. Все, вы как бы, у вас есть время поговорить, все. И вы сидите там, тоже хороший вопрос, давайте отвечу. 10-15 минут, чтобы дополнить. В течение 15-20 минут надо закрыть сделку. Презентацию, поймите правильно, презентации нет уже. Вы уже индивидуально начинаете отрабатывать их. Хорошо? Теперь, что нужно для того, чтобы правильно рассказывать презентацию? Первое. Учитесь говорить уверенно. Уверенно. Это что такое? Первый параметр. Уверенно. Почему? Мне задают очень много вопросов, откуда мне появится вера, да, уверенность. Первый шаг уверенности. Научись говорить уверенно. Научись говорить уверенно. Когда ты начнешь говорить уверенно, вот так ты прокачаешь разговор уверенности, и ты станешь уверенным. Вот этот инструмент реальный. Уверенно. Начни говорить презентацию. Второй раз повторяю. Чтобы быть уверенным, тебе надо научиться разговаривать уверенно. Со временем это зайдет в характер. И у тебя вот эта шкала повесится уверенности. Второе, ребята. 70% эмоций должно быть. Эмоции должно быть. Эмоционально рассказывайте презентации. Не надо дохлым вариантом рассказывать. Потому что вы должны давать энергию, эмоции. Без разницы, эмоции надо. Третье. Четко и ясно. Потому что я вам дал этот инструмент. Вот. И четвертое. Заходите на время. Я знаю, сразу у вас не получится, а новички у вас быстро получится, потому что вы уже сразу приходите к этим стандартным презентациям своей. А у лидеров она сразу не получится. Почему? Потому что они привыкли, привычка зашло, говорит 1,5 часа. Поэтому ставьте секундомеры и начните входить. Вот это и есть дисциплина. Вот здесь. Почему многие люди не подписываются? Потому что у многих неуверенно говорят.
Почему многие люди не подписываются? Потому что у них нет эмоций. Почему многие люди не подписываются? Потому что не говорят четко и ясно. Почему многие люди не подписываются? Потому что они начинают по времени не работать. Потому что самое драгоценное это время. Договорились, все. 35 минут, все ты вычитал. Почему многие люди не подписываются? Пятое. Не закрывают сделку. Как бы не делать, чтобы закрыть сделку. Вот по этим 5 параметрам вам нужно делать презентацию. Сфотографировали, поняли, да? Теперь вот такие шаги, ребята. Я понимаю, сегодня некоторые даже не подключились на втором обучении. Ребята, я понимаю, что 12 поздно, но эти знания, запомните, ребята, они нужны вам. Я вот знаю, да, когда я подпитываю знания, мне не нужно время, ребята. Я не смотрю на время, когда я учусь. Я вам честно хочу сказать, да. Вот к этому надо постепенно как бы приходить. Я не говорю, что меньше спите, больше спите. Просто есть же определенный организм спит, понимаете? Вот учите, приучайте себя. В человеке заложен большой потенциал. Как мы его раскрываем? Когда мы начинаем заставлять себя делать, тогда раскрывается потенциал. А когда ты не заставляешь себя делать, тебя не раскрыть, тебя невозможно раскрыть. Понимаете, ребят, вот это я хочу вам дать, действительно. Вот болею за это. Теперь, слушайте, второе домашнее задание. Ребята, следующее обучение будет завтра на казахском, будет следующее послезавтра на русском. На следующем обучении, ребята, знаете, вам что нужно? Вам нужно сделать каждому, хоть ты лидер, по новому формату презентацию, хоть ты новичок, каждому нужно сделать 2-3 встречи. 2-3 встречи, ребята. 2-3 встречи. Потому что на практике нам нужно применить эти знания. Помните, я говорил? Каждому. Если вы не сделаете домашнее задание, ребята, меня не вините. Вам надо учиться. Помните, я вам говорил, я дам инструменты, дам как использовать, но я за вас не буду делать, ребята. Начните делать, начните вот это делать. Поэтому хотите, если вы боитесь говорить о компании, не знаете маркетинг-план, продукцию, тогда начните рассказывать. Как? Давайте я вам дам один инструмент. Начните звонить своим подругам, скажите, я прошел такой тренинг, ты знаешь, я услышал такую схему, мне сказали руководители поделиться, у меня есть такое домашнее задание, давай я поделюсь, удели мне 10-15 минут времени и начни рассказывать песочные часы. Вот так тренируйся, вот так натачивай свой навык. И завтра ты знаешь, скажешь, вот я исполнил домашнее задание. Ребята, минимум 2 встречи. Учимся на практике. Если не сделаете домашнее задание, ребята, это вам будет плохо. От этого мне не будет плохо. Так что давайте дисциплинированно начнем хотя бы вот это все сделать. Через день. Завтра будет на казахском, следующий день на русском. Через день, ребята. Понимаете? Поэтому домашнее задание обязательно нужно делать. Обязательно. Так что сейчас начните рассказывать. Мне говорят, Мақсат Рысбекович, а кто рассказывает хорошо презентацию? Да, мне говорят. Я говорю, те люди, которые готовятся постоянно, говорю, или те люди, которые рассказывают. Как вы думаете? Именно тот человек, который начинает рассказывать. Меня наставник учил. Когда мне он дал эту презентацию в руки, вот так, как стихотворение, на выучи, сказал, что мне делать? Начни рассказывать. Кому? Начни себе рассказывать на зеркале. Тренируйся. Тебе нужна тренировка. Помните, я говорил, чтобы стать чемпионом, нужно тренироваться. Вам говорю, начни рассказывать на зеркале. Это первый подход, чтобы победить твой страх. Потом, если у тебя есть дома кошка, мышка, начни им рассказывать. Кошки, мышки. Понимаете? Классно, молодцы. Вот, 3 офлайна, презентация после занятий. Молодец вы. Такие люди, как вы, далеко пойдете. Мне приятно вас учить, когда вы делаете домашнее задание. Поймите, фундамент это, чтобы на практике учиться, чтобы информация превратилась в знание. Нам нужно учиться, ребята. Не ленитесь, понимаете? Кошке расскажи, мышке, потом расскажи своим там родителям, расскажи подруге. Только песочные часы рассказывай, и вот так тренируйся. Вот так ты будешь учиться менять жизнь в лучшую сторону. Нам нужно
нужно всем тренироваться, ребята. А так мы не станем никогда победителем. Если ты боишься ошибок, ты никогда не приобретешь опыт. Если ты не приобретешь опыт, ты никогда не будешь победителем. Поймите, если ты хочешь зарабатывать большие деньги, тебе нужно ошибаться. Потому что мои ошибки – это мои успехи, я всегда говорю. Так что не старайтесь сразу идеально рассказывать презентацию. Первая задача, ребята, начните натачивать, тренироваться. Понимаете? Нет у тебя цели. Господа спонсоры, наставники, когда учите своих людей, не надо им говорить, что ты должен уметь подписывать. Нет, первая задача, он или она должен уметь рассказывать уже. Помогите им страхи снять, чтобы он научился рассказывать. Уже на втором шаге потом отхарактеруете, и он будет уже рассказывать, и потом он уже начнет подписывать. Вот так твоя уверенность будет подниматься. Я помню первый контракт, когда подписался, вы знаете, шкала уверенности зашкаливала. Вспомните себя, какими были мы новичками, лидеры. Только не надо из себя корчить там такого перца, супергероя, хорошо? Вспомните, каким вы новичками были. Расскажите это, как вы учились, как тебе сложно было. Вдохновляйте этих людей. Скажите, когда я учился, я вообще не смог говорить. Вот так начните работать своими людьми, вдохновлять. Скажите психологически, сразу не получится. Вот так мы учимся. Понимаете? Вот так все великие люди учатся. Все чемпионы, все великие люди, они за шторами учились дома. Я тоже так же тренируюсь, я тоже так же учусь. Я как научился рассказывать этому всему? Иногда задают вопрос, на практике, ребята, на практике. А многие люди думают, это талантливый человек. Нет, ребята, хотите насчет таланта, я скажу свое мнение. Я так считаю, Бог создает всех талантливыми. Когда мы рождаемся, все мы талантливы. Просто некоторые люди, когда рождаются, они знают уже с рождения, когда они начинают ходить, как бы у них увлечение есть. Они уже ясно видят, чтобы кто любит рисовать, они видят, что уже рисуют каждый день. Как бы натачивают вот это, понимаете? И также вам можно научиться, если у вас появилась четкая ясная цель, что такое презентация, нужно учиться рассказывать на практике. Талант и есть это труд, который ты делаешь за шторами. Мы видим их успех лидеров, да, но не видим эти усилия. Мы не можем их увидеть, понимаете, потому что мы не всегда с ними же. Так что каждый вкладывайте усилия. Сегодня создавайте свое будущее. Я всегда говорил, не имеет значения, кем ты являешься сегодня, имеет значение, кем ты станешь завтра. Сегодня создавай свое будущее. И каждый сможет это сделать, ребята. Потом, ребята, подпишитесь на мой основной аккаунт, хорошо? Отметьте в сторисе, чтобы люди много знали. На основной аккаунт, у меня основной аккаунт Махсат Ануарбеков. Нижним пробелом. Напишите туда свои комментарии, если вам интересно, вдохновились. Хорошо, ребята? Так что я на этом, ребята, заканчиваю. Огромное мне вам спасибо. Завтра будет на казахском языке, уже другая тема. Заходите, если хотите. Потом скажите своим людям, которые не успели, в IGTV пускай заходят. Тренируемся, ребята. Так что за 10 дней это будет мощно, ребята. Я вам обещаю, если вы начнете это делать. Вам огромное спасибо, ребята. Сегодня такой чуть-чуть усложненный был, да, ребята, потому что первый день нужно было много поток информации идет, ребята. Так что, понимаете, как вам сказать, не избегайте, когда вот это идет, да, вот это как бы много поток информации, потому что оттуда идет прогресс. Хорошо, ребята? Так что мне очень приятно вас обучать, ребята. Я надеюсь, мы будем всегда вас обучать. Поэтому еще хорошую новость хочу рассказать, ребята. Подпишитесь на мой инстаграм-аккаунт. Когда закончатся эти тренинги, да, даже я вас буду сопровождать.
по основному, по моему инстаграм-аккаунту. Вы можете, я когда буду выходить на прямой эфир, вы можете мне задавать вопросы. Я на тренинге у вас был, у меня вот это получается, вот это не получается. Как бы я готов вас там тоже в течение месяца как бы отвечать на эти вопросы. Хорошо, ребята? Так что, ребята, вы молодцы, что вы учитесь. Такие люди, как вы, мы достигнем очень много. Только вкладывайте усилия, ребята. Хорошо? Все, огромное вам спасибо, ребята.